Доброе утро, дорогие телезрители! Начинаем новый рабочий день. С вами Вероника Томтосова. И сегодня мы решили выбраться, как всегда, на улицы города. Посмотреть, чем дышит город с утра, какое у вас с утра хорошее настроение, как солнце влияет на то, как светится все вокруг. И подарить это вам, если вы до сих пор утром не гуляете. Да, вот так спокойно, в тишине, по аллее, в самом центре города можно прогуляться. Ну, а чтобы гулять было комфортно, сейчас расскажем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня 13-26 выше 0, в Заречной группе плюс 15, плюс 26, южных 12-21 со знаком плюс. В Вилюйской группе плюс 13, плюс 26, Нижнеленских 16-25 выше 0. В западных плюс 12, плюс 25, в Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 4, плюс 20, в Янских 9-21 выше 0. На северо-западе сегодня 10-23 со знаком плюс, в Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 10 градусов тепла. Ну, еще довольно-таки неплохо. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске солнечно, ветер южный от 1 до 2 метров в секунду, температура плюс 26, плюс 22 градуса. Ну, практически лето, есть повод прогуляться. Ну, а скоро, конечно, уже близится осень. Еще мы не видим столько желтых листочков вокруг. Мы вот здесь с оператором вместе решили посмотреть. Но я знаю точно, что согреет вас осенними вечерами. Это мурлыканье на руках. Да, сегодня мы вам расскажем о замечательной породе майкуны. Но не просто майкунов, а от заводчиков, которые живут в Томоте, где заботятся о каждом котенке, подбирают ему новый уютный дом. Хозяйка питомника Анастасия Лапина. Она отвечает за все. Планирует вязки, следит за здоровьем, сама оформляет документы. Каждый помет запланирован заранее. Случайностей здесь не бывает. Мейн-кун – это кошка, которая ближе по повадкам к собакам. То есть они могут и приносить игрушки, мячики, и они всегда рядом с хозяином находятся, очень с ним контактируют. Кошки очень общительные в этом плане. Ну, никогда один не останешься дома, всегда будет рядом вас сопровождать. Как собака хвостиком ходит. Котята растут в домашних условиях, рядом с людьми. Уже с первых недель они привыкают к рукам, к голосам и вниманию. Анастасия знает всех по именам и по характерам. Кто-то застенчивый, кто-то смелый, а кто-то все время просится на руки. Вместе с родословной каждый котенок получает ветеринарный паспорт. Обложки делают разные. Это уже стало отличительной чертой питомника. Сейчас в питомнике готовится к отъезду кошка по имени Мафия. Совсем скоро она отправится в Вашингтон, туда, за 1000 километров от Томота, где ее уже ждет новая семья. Мафия – одна из самых ласковых и человекоориентированных кошек. Она не боится новых людей, сама идет на руки и с детства выбирала общение, а не прятки. Ну, котят забирают по мере взросления. В принципе, котята редко засиживаются. В этом месяце у нас уезжает 3 котенка. В сентябре уезжает в Вашингтон один в Краснодар поедет в питомник работать кошкой. Ну и по месту у нас вчера уехал 1 котенок, Алдан. Коты из Томота живут по всей России, от Алдана до Санкт-Петербурга, а некоторые, как Мафия, уезжают и за границу. География расширяется, но для Анастасии это не главное. Важно, чтобы каждый котенок оказался в заботливых руках и стал для кого-то настоящим другом. Олеся Котовщикова, Ренат Нахиев, Томот. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Вот такие удивительные коты были в кадре. Правда, сразу стало теплее, и сразу хочется, чтобы у тебя дома осенью тоже такое мурлыкающее маленькое создание с такими кисточками пробежалось. Ну, а прямо сейчас, конечно, хочется, чтобы день прошел успешно. Тем более, что сегодня пятница, завершаем потихонечку рабочую неделю, поэтому нужно быть в курсе последних событий, чтобы было что на выходных обсудить с родными и близкими. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей.
О ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни в Якутии» было проведено совещание с участием первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова. Так, уже к концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию более 137 километров отремонтированных автодорог. Большая часть работ приходится на региональные трассы – 109 километров. Более 15 километров планируется ввести в Якутске. Среди них капитальный ремонт участков улиц Белинского, Севастопольской, Ленской, Сергелясского шоссе и ремонт подъездных путей к кварталу многодетных семей в селе Хатасы. Помимо этого, работы ведутся в городах Алдан, Нерингри и Мирный, где ведут 12 километров обновленной улично-дорожной сети. Главной повесткой же встречи стал вопрос о нехватке финансирования. Хроническое недофинансирование, к сожалению, в отрасли. Это связано в целом с региональным бюджетом. Сегодня на штабе об этом и заказчики говорили, и министр говорил также сквозь. Но, несмотря на это, дорожники продолжают работать. И наша обязанность, наша задача справиться. Но отчасти финансовой составляющей, конечно, мы будем работать с Минфином. Ну и постараться ускорить финансовую составляющую в этом хорошем деле. Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни в Якутске» 19 июля начались работы на улице 50 лет Советской армии. В текущем году планируется завершить ремонт на участке от Крыжиновского до Бабушкина, включающий в себя устройство наружного освещения и пешеходного тротуара. На сегодняшний день выполнено снятие дорожного полотна, ведется вынос канализационных сетей, подготовка дорожной одежды. Все работы на улице 50 лет Советской армии завершат до ноября 2027 года. В рамках национального проекта в столице сейчас реализуется 11 объектов общей протяженностью 14 километров. На участке данном работает у нас бригада, получается, 4 ИТРа. Также работают, получается, 7 дорожных рабочих и 15 специализированной техники. Ну, работы ведутся согласно календарному графику, отставаний нету. Сроки завершения строительно-монтажных работ у нас запланировано 30 октября 2027 года. А так, на сегодняшний день у нас план именно в 2025 году окончить вот 700 метров от улицы Крыжиновского до улицы Бабушкина. В честь десятилетия в космос запустили ракету с символикой форума. На космодроме Байконур специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с логотипом 10-го юбилейного Восточного экономического форума, который состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ракета-носитель вывела на полярную орбиту космический аппарат «Бион-М номер 2». Это большая медико-биологическая лаборатория. В результате будут изучены некоторые аспекты воздействия условий полярной орбиты, близких к условиям дальнего космоса. Всем еще раз доброго утра. Ну и уже чувствуется, что скоро у нас 1 сентября. Все готовимся к школе. Притом родители, по-моему, даже больше, чем ученики. Итак, сегодня у нас в гостях почетный работник общего образования, директор ЕГЭЛ, конечно, Сидоров Иван Александрович. Иван Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну, вам не привыкать так рано вставать. Да, конечно. Уже надо приучать свой организм к тому, что нужно вставать к 8 утра. Скажите, как лицей у нас подготовился к новому учебному году? У вас почему-то вот появилось объявление радостное для многих, что набор в некоторые классы. Да, у нас обычно за летний период выезжают дети с родителями на ПМЖ, поэтому освобождаются места. Ну, буквально пару мест в каждом параллели у нас появилось. Каждый год это очень волнительный момент поступления в наши лицеи, да, городские. В этом году как прошел набор? Сколько человек будет в 5 классе? В этом году мы набрали 3 5 класса. Это 81 ученик по 27 человек в классе. Набор проходил как обычно, то есть такой довольно-таки большой был спрос. Более 260 заявлений на 81 место. Получается, достаточно большое количество на место. Насколько успешно дает результаты подборка учеников для того, чтобы они, правда, осваивали программу? Есть ли уже результаты поступления в этом году? Да, конечно, поступления в этом году уже результаты есть. Практически 90% детей уже отчитались о том, что они поступили. Половина на половину. То есть половина бюджетных мест, половина у нас на платное поступили. Связано это с тем, что выбирают обычно дети те вузы, которые они бы хотели именно
те специальности, которые бы они хотели получить. Есть ли же какая-то статистика, куда стали больше поступать дети? То есть это приоритет технических, гуманитарных специальностей, естественные науки? Ну, у нас распределение было по 4 направлениям в 10-11 классах, поэтому, в принципе, они как вот учились, то есть, естественно, научный класс, соцэконом, например, гуманитарный класс, и, соответственно, они поступают на те специальности, по которым они обучались. Это нас очень радует. Как-то пропустили информацию про наборы по 100 баллов. Вот есть такие лица у вас в этом году? В этом году, да, у нас не получилось набрать 100 баллов, но, в принципе, есть 85 и более тоже хорошее количество детей, большое. Ну, говорят, программа усложняется, в том числе ЕГЭ, поэтому будете стремиться к лучшему. Что является вот залогом хорошего обучения? Потому что получается, что дети заинтересованы в обучении, да, в успешном поступлении, родители очень заинтересованы. Вот что является залогом, чтобы ребенок хорошо учился? Самое главное, это, конечно же, мотивация. То есть сам ребенок должен прекрасно понимать, что это его будущее и что это ему нужно, в первую очередь, конечно же, хорошие знания. Потому что академическое образование никуда не девалось, оно так и до сих пор у нас в приоритете. Хотя в последнее время профессии уже не связаны с высшим образованием, конечно, больше, но тем не менее, все равно для того, чтобы быть конкурентоспособным, нужно быть образованным. Ну, это, безусловно, знают все, но очень насыщена и внутренняя жизнь лицея. Я так знаю, что вы репетируете чуть ли не должность президента. Да, конечно, у нас есть совет самоуправления, есть старший совет, есть младший совет. У нас есть свое правительство, есть президент, есть кабинет министров. То есть все как во взрослой жизни. Поэтому детей мы уже готовим, социализируем, и они у нас очень хорошо адаптируются. Есть у нас выпускники, которые были и министрами, и замминистров, и работают на руководящих должностях. Будет ли продолжено какое-то наставничество? Мы недавно приглашали Академию наук, да, они вот создали такой бюб наставников, которые будут мотивировать детей к достижению успеха. Когда будет выпускников такая коалиция, которая будет показывать на своем личном примере, что можно достичь благодаря хорошему образованию? Да, наверное, действительно, ассоциация, коалиция выпускников Якутского городского лицея – это очень хорошая идея. То есть, на самом деле, у нас на следующий год будет нам 35 лет нашему лицею, и это будет точно к этой дате. Насколько есть молодой состав педагогов, то есть все развивается, и вот кажется, что молодые люди, может быть, принесли бы что-то новое, и, может быть, к ним бы лучше как-то прислушивались современные подростки. Это всегда так. Действительно, когда приходит молодой специалист, он гораздо быстрее находит общий язык с учениками, потому что небольшая разница в возрасте. Но, увы, пока у нас молодых специалистов не так уж и много, буквально посчитать можно на пальцах одной руки, но, тем не менее, они приходят, они появляются. Ну, в связи с тем, что у нас повышенного уровня учебное заведение, поэтому, соответственно, их требования к учителю тоже повышенные. Ну то есть нужно быть не только молодым, но и очень супер продвинутым. Абсолютно. А как вы относитесь к тому, что сейчас поступила информация, что преподавать в школе могут лица, не обладающие педагогическим образованием, но обладающими компетенциями? На самом деле, если посмотреть на нашу историю, я, в частности, начинал свою карьеру именно здесь. В 1998 году я пришел в Якутский городской лицей молодым учителем информатики. Работала со мной моя коллега Кириенко Изабелла Сергеевна. Она как раз-таки была специалистом из Института космофизики. Она там работала программистом. И, соответственно, пришла в школу, не имея педагогического образования. Вы знаете, те знания, которые давала Изабелла Сергеевна, они очень были глубокие и очень такие нужные для того времени. То есть программирование она давала на высоком уровне. То есть мы ждем тоже перестроения общего образования на подход более к требованиям к компетенциям, чем, может быть, к психологии, чтобы, пользуясь уже личным опытом, да, учителя давали знания. Да, действительно, если ведет урок профессионал, то есть тот, который в этом деле давно уже, например, находится, да, это в частности ученые, например, физики у нас занимаются дети, да, физикой, химией, биологией с университетом. И когда приходит преподаватель с университета, конечно, им гораздо интереснее. Но, увы, здесь еще и все-таки педагогика должна быть на хорошем уровне, потому что методика преподавания, она должна быть. Ну то есть нужно переквалификацию все-таки преподавателям провести. Ну и, конечно, хочется спросить, какой совет вы в преддверии 1 сентября дадите, может быть, даже не ученикам, потому что они к этому скептически могут подойти, скорее родителям, как настроиться, особенно при переходе в среднее звено?
Да, действительно, уже будет предметов больше, чем в начальном звене. Соответственно, на каждый предмет уже отдельный преподаватель. Ну, нужно дать родителям, наверное, такой совет, чтобы они подготовили своих детей, чтобы они не боялись, задавали вопросы, чтобы они интересовались интересными какими-то вещами, связанными с науками, в которых они хорошо разбираются. В частности, сейчас, наверное, современные дети очень хорошо разбираются в IT-технологиях. Соответственно, вот что-то из этого. То есть, на самом деле, мы, учителя, не только обучаем, но и учимся у своих детей. Каждое поколение, оно что-то приносит. Ну, желаем вам хорошего нового поколения учеников, прекрасного 1 сентября. Дорогие друзья, мы вас тоже готовим морально к тому, что скоро пора в школу, особенно родителям. Поэтому настраиваемся, поднимайтесь вместе с нами каждое утро. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о том, что не только школа, но и дополнительное образование, это тоже очень важно. Ну и как альтернатива это какие-то спортивные секции. Сегодня мы расскажем о замечательном танцевально-спортивном клубе «Sunrise», который тоже проводит набор, и можно украсить досуг своего ребенка. Четкий такт и безупречная грация. Якутская школа спортивных танцев «Sunrise» известна своими достижениями. В этом году ее воспитанники проводят свои каникулы в стенах танцевального зала. Отдыхать не приходится, ведь на носу события всероссийского масштаба. У нас предстоят всероссийские соревнования в городе Якутске 27 сентября. Всероссийские соревнования первый раз в Якутске. Большая ответственность, конечно, перед всей Россией провести такой большой турнир. И усиленно начали готовиться уже летом. В рамках подготовки к такому важному событию в свете танцевального спорта была проведена большая работа. Одним из событий которой стало двухнедельное обучение наших якутских тренеров судейскому мастерству в городе Геленджик. Мы ездили в Геленджик на 2 недели, нас учили, как учить, как судить. С нами ездили несколько пар из «Санрайза». Это Михаил с Аяной, это Максимилиан с Полиной и Сергей с Уруйданой. У нас с нашего клуба ездили 3 пары. Также с ними занимались лучшие тренеры России, лучшие судьи, делились с ними какими-то секретами. Также масштабному событию предшествовал ряд республиканских турниров. А это всегда отличная возможность для юных спортсменов не терять навыков и держать себя в форме. Кате Байрактар 13 лет, и 9 из них она посвятила танцам. Можно сказать, в спорте с пеленок. На вопрос, что больше всего ее привлекает в танцах, не раздумывая, ответила, что любит побеждать. Пришла в танцы, когда мне было 5 лет. Меня отвела мама. Мне сразу же понравилось. Поначалу было, конечно, сложно, но потом мне очень понравилось. Я решила то, что останусь в танцах. Одной из наиболее острых проблем в танцевальном спорте по сей день считается отсутствие подходящего по росту партнера. К тому же данное направление в спорте имеет значительный недобор среди мальчиков. Виной тому устаревший стереотип о том, что танцы – это удел прекрасной половины, а для мальчишек лучше подойдут борьба или бокс. Вот только Михаил Алексеев так не считает, а напротив гордится тем, что в мир танцев его привел именно папа, по совместительству его тренер. В начальном этапе вальс просто прямой должен быть. То есть вальс он такой, это классика, да, вальс? Да. А латино? Латино более ярче. Вот. Лилей танцуют с эмоциями. По какой вот программе больше нравится заниматься? То есть у вас же разные они? Ну, так по латине. Планируешь свою жизнь с танцами связать? Да, очень. Хочу стать тренером, продолжать вести Sunrise. Может, свой клуб сделаю. Во время сборов в Москве Миша получил травму, но заниматься не перестал. Говорит, что не мог упустить такую возможность. Миша мечтает достичь М-класса, что в танцевальном спорте является высшим уровнем мастерства. Отнюдь хочется напомнить о том, что любой спорт требует невероятных усилий, и выдержать его темпы смогут лишь самые целеустремленные личности. Я все-таки надеюсь, я лично как родитель,
которому нравится танцевальный спорт. Я все-таки надеюсь, что вовлеченность будет очень большая. Родители увидят, как это здорово заниматься и мальчикам, и девочкам танцевальным спортом. И уже не будут стесняться приводить мальчиков, особенно в танцевальный спорт. Вот. И потому что здесь все-таки все группы мышц работают. Ну, даже если вот так вот взять простыми словами по организму, все думают, что там плавание, там тоже, конечно, может быть, да, какой-то другой спорт, бег, там легкая атлетика, спортивная атлетика. Но в танцевальном спорте еще лучше это все происходит. И еще и под музыку. На сегодняшний день танцевальному спорту в республике дан уверенный старт. При поддержке Федерации Союз танцевального спорта республики планирует выйти и на международный уровень, что позволит и дальше развивать и оттачивать мастерство этого невероятно красивого вида спорта. Надежда Кузнецова, Владимир Павлов, Якутск. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Лунев, я шеф-повар ресторана «Кабинет». И сегодня мы приготовим с вами теплый салат с говядиной, овощами в таком необычном соусе. Это будет сливочно-трюфельный соус. Салат будет состоять из кабачка, шампиньонов, предварительно обжаренной говядины на гриле, огурцы, помидоры, листья любого салата, соль, перец и паста из черного трюфеля. Для начала мы подготавливаем овощи для обжарки. Нарезаем кабачок такими шайбами. Напополам. Шампиньон свежий. Можно использовать консервированные шампиньоны, либо замороженные. У меня сегодня свежие. И нарезаем такими крупными сегментами. Помидоры черри. Я нарежу их просто на 4 части повдоль. А теперь можем приступать к обжарке. Разогреваем сковороду. Немного масла. Сковорода должна хорошо разогреться до легкого дыма. Сначала обжариваем шампиньоны и цукини. Овощи должны остаться полуготовыми, то есть они не должны быть мягкими, иначе у нас получится не салат, а тушеные овощи. Все, этого будет достаточно. Говядину. Говядину обжариваем буквально пару минут. Она должна сохранить сочность, мягкость. Черный и розовый перец, немного соли, сливки жирные. У меня это 34%. Самый главный ингредиент паста из черного трюфеля придаст невероятный мощный вкус нашему салату. Наша база для теплого салата готова. Мы обжарили овощи с мясом, сделали сливочный соус с трюфелем. Добавляем помидоры черри. Перемешиваем. Помидоры черри у нас будут слегка теплые. Салат должен получиться немного теплым. Огурец режем соломкой.
Теперь мы сервируем наш салат. На низ тарелки нашу базу. Свежий огурец, нарезанный соломкой. Листья салата. Сверху немного такой своеобразной шапочкой соус терияки. Немного сверху. Декорируем белым и черным кунжутом. Слайсами редиски. И микрозеленью. Наш теплый салат готов. Приятного аппетита! Всем приятного аппетита, замечательный салат. Мне кажется, самое время, сейчас сезон овощей, можно приготовить его самостоятельно и порадовать родных и близких. Ну, а прямо сейчас мы перемещаемся в наше воскресенье прошедшее. Удивительный вообще фест. УЗ-фест прошел у нас в республике, вблизи города Якутска, где соревновались не в чем-нибудь, а в мастерстве и зодчестве. Давайте узнаем, кто же стал победителем. Звуки молотка, сверкающие инструменты и оживленная атмосфера. Так начался первый турнир северных мастеров в Якутске. В этот яркий день зрители собрались на усадьбе Мельница, чтобы стать свидетелями настоящего мастерства и творчества. На арене соревновались 20 участников, профессиональные мастера и блогеры, каждый из которых боролся за звание лучшего. Идея феста пришла вообще очень давно, она зрела, да, давно было желание. И вот появились люди, которые с таким же желанием к нам, получается, обратились, подошли. И мы решили, все продумали, нашли место, подготовили соревнования, подготовили, получается, все призы, идеи, задания конкурсов. Главный приз в этом году у нас составляет 50 000 рублей. Чтобы добраться до финала, нужно было пройти 2 этапа. В первом раунде 5 испытаний, во втором 4. Участники метали топоры, бегали с брусом, забивали гвозди на время, разгадывали головоломки, а также стреляли из строительного степлера. В финал прошли 4 лучших мастера, набрав наибольшее количество баллов. Но, несмотря на большую конкуренцию, мастера друг друга поддерживали, и на арене царила дружеская атмосфера. В этом году у нас первое мероприятие, первый опыт, первые ошибки. Все учтем и начнем готовиться уже с завтрашнего дня. Судя по всему, остается буквально несколько минут, и мы узнаем, кто заберет 50 000. А победителем турнира стал Альберт Никонов, который оказался самым проворным и смог быстрее всех отыскать заветный ключ от ящика с пилой. Первый раз решил поучаствовать на данном конкурсе. Честно сказать, очень понравилось. Эмоции супер. Весь день улица, корт, фудкорт, свежий воздух. Испытания такие все более мужские дела, то есть строительство, пилы, инструмент, все, что, нужно мужчине для драйва. Турнир завершился торжественной церемонией награждения, оставив у всех участников и зрителей яркие впечатления и желание вернуться в следующем году. Илана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Мы всегда с радостью знакомим вас с последними событиями, которые происходят в нашей республике, в городе, в стране. Ну а сегодня, конечно, мы возвращаемся к тому, какой удивительный сегодня день. Ну, во-первых, удивительным делает прекрасная погода, ваше настроение и улыбка. Ну и, конечно, сегодня день флага Российской Федерации. О том, чем еще исторически наполнен сегодняшняя дата, узнаем прямо сейчас. На календаре 22 августа. Сегодня День государственного флага Российской Федерации. А по народному календарю в этот день отмечается память Матфея. С Матфея приближение осени становилось очевидным. Воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает, примечали люди. Этот день в истории.
В 1864 году, 22 августа, подписана Первая Женевская конвенция. В 1920 году в Зальцбурге открылся фестиваль театрального искусства. 1941 появились знаменитые наркомовские 100 грамм. 1991 год. Красно-синий флаг триколор утвержден официальным символом России. А в 2004 году президент России подписал закон о льготных выплатах. В этот день родились Клод Дебюсси, французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик; Леонид Пантелеев, советский писатель; Михаил Ярошевский, советский психолог, историк отечественной науки, профессор; Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст; Ирина Скопцева, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Именины в этот день у Алексея, Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Ирины, Леонтия, Макара, Маргариты, Марии, Матфея, Петра, Самуила, Юлиана и Якова. Дорогие друзья, как мы говорили, сегодня у нас День флага. Госпаблик исторического парка «Россия. Моя история» приглашает на тематическую экскурсию «Рождение флага». Удивительная экскурсия, где вы можете узнать, почему это триколор, когда он появился, как был выбран флаг и все, что интересно связано с флагом Российской Федерации. Но экскурсии очень недолгосрочно проходят всего с 19 по 22 августа в историческом парке «Россия. Моя история». Но мы продолжаем разговаривать о Дне флага и о его значении. Сегодня у нас в гостях студенты второго курса. Это Юлиана Григорьева и Анатолий Ткаченко. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Расскажите, вы участвовали в удивительной акции, посвященной, получается, истории. Это Ржев, Дальний Восток, вахта памяти. Вот что это была за акция, кто принимал участие? Получается, мы являемся студентами Артического государственного института, как мы и сказали. Второкурсники с командой из 4 человек. Была делегация, получается, от нашего института и Республики Саха-Якутия. Ездили мы в Ржев, именно в Дальний Восток. Там эта акция представляет собой команды, которые участвуют в раскопках Великой Отечественной войны и поднимаем бойцов. Сколько было участников и из каких регионов России, может быть, даже стран? Участников было достаточно много, я уже даже не помню сколько. Например, в нашем отряде были ребята из Луганской и Донецких народных республик, из Камчатки, из Бурятии из Бурятии. И основных городов, получается, европейской части России. Вот это память Великой Отечественной войны, это было очень достаточно серьезное, благородное дело. Что известно об этих местах, почему раскопки проходили именно географически в этом месте? Получается, раскопки нашего лагеря палаточного, где мы находились, это была Ржевская область, близ деревни Кокошкино. Именно по историческим сводкам, как нам рассказывали именно поисковики, в 1941 году в феврале начали быть ожесточенные бои именно 30-й и армии модуля, в которых ожесточенных боях деревня переходила из рук в руки. А самые ожесточенные и кровопролитные бои были в 1942 году. Эта деревня переходила очень много раз и была почти полностью стерта из карт всех, получается, стран, что привело к тому, что все жители деревни были эвакуированы в тот период. И поэтому там было очень много потерь среди 30-й нашей армии наступательной. Какие были самые интересные находки? Из интересных находок у нас было очень много, конечно же, начиная от хвостовиков мин, это пистолетных патронов, пулеметных патронов, винтовочных. Мы находили коробки от самих боеприпасов, сами части оружия, примером тому, нашли часть от пулемета, получается, немецкого, запчасти от немецких минометов. Но одной из интересных, получается, находок было на немецких блиндажах 1942 года, где мы нашли, получается, часть магазина от пулемета Томпсона. И недалеко от этого же окопа и блиндажа мы нашли 20 копеек 1936 года, именно советские, что, конечно же, наталкивает на мысль, либо это были трофейные, либо, получается, один из наших солдат оборонил при штурме этих укреплений. Ну, очень интересно, практически погрузились в истории. Ну, а какой было девушке участвовать в раскопках? На самом деле, мне очень сильно понравилось, потому что это такой новый, очень интересный опыт. И изначально я думала, что я буду только сидеть и просто копаться в песке. А так получилось, что я даже копала, и мне очень сильно понравилось. И каждый раз ходила на раскопки прям с удовольствием и ждала каждый день этого. Самое яркое ваше впечатление вот от командной такой работы? С кем удалось познакомиться? Переписываетесь ли теперь? Планируете ли еще поездки? С ребятами мы все еще переписываемся, у нас есть общая группа. Самое интересное, что было в лагере, это
я не могу что-то выделить одно, но да, я не могу ничего выделить. Мне понравилось абсолютно все, начиная от утренней программы, заканчивая вечерней программой. Стало ли это основой для каких-то ваших научных работ? Пока не знаем, но проект очень сильно затронул нас, очень сильно изменилось какое-то немножко мировоззрение даже. Вот. И, конечно же, можно сказать, очень хочется посетить все те места, которые мы посетили, только больше уделить внимание исторической части, потому что мы ехали как волонтеры, чтобы находить бойцов. А хотелось бы и побывать как в экскурсии именно по самому городу и, конечно же, побывать на тех местах, где мы не были. Ну, сейчас мы в преддверии не только Дня флага, да, но еще и поступления абитуриентов в вузы. Вот как вам удалось выбрать именно ваши специальности, ваш вуз? Чем вам показалось в свое время интересным поступать именно сюда? Я сейчас поступаю на 3-й курс на проектный менеджмент социальной и культурной деятельности. Это направление меня привлекло тем, что это не какое-то обычное. Это когда ты поступаешь сюда, ты связываешь свою жизнь буквально с праздниками. У тебя профессия будет буквально связана с праздниками. И это меня очень сильно привлекло. Вот. Ну, в моем случае у меня было чуть по-другому, как у моей коллеги. Происходит ситуация, что у меня был выбор между Северо-Восточным институтом и Арктическим государственным. Выбрал я Арктический, потому что творческая профессия, культурология, менеджер креативных индустрий. Очень нужная профессия, потому что в данный момент креативные индустрии очень сильно развиваются. Поэтому с творческой профессией очень хорошо связано и можно совмещать и приятное, и полезное. Ну, вы очень активный образ жизни ведете, судя, потому что вы съездили, получается, на раскопки. Какие еще направления есть в вашем университете и чем вы занимаетесь, ну, помимо основного обучения? Конечно же, у нас направление есть IT, это у нас театральное искусство, есть, как и сказали, направление культурологии и менеджера и социальной культурной деятельности, и, конечно же, можно туда отнести и музыкальные направления, которые есть в нашем Арктическом государственном институте культуры и искусств. Также у нас есть графики, художники, а также есть те, кто занимается кино. У нас очень много направлений, которые касаются очень много сфер. По-моему, очень интересно, можно целые фильмы у вас в университете сразу снимать, есть все направления. Ну, а что бы пожелали абитуриентам сейчас, в преддверии начала учебного года? Конечно же, абитуриентам хочется пожелать, чтобы они не волновались, поступали туда, куда они хотят, и, конечно же, чтобы профессия им была нужна по жизни. Желаю, чтобы вы поступили туда, куда вы хотите, и чтобы вам это нравилось. Спасибо большое за пожелания, очень такие активные ребята. Юлиана, Анатолий, спасибо большое, до новых встреч, удачи вам в ваших не только проектах по раскопкам, но и вообще в обучении. Ждем вас выпускниками с последними новостями, как сделать наши культурные мероприятия лучше, и в том числе сделать их научнее, я думаю, да, с учетом направления. Ну а мы, дорогие друзья, спешим к вам уже с последними новостями города, республики. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Сохраняя традиции, внедряя новое, с такими словами министр просвещения России Сергей Кравцов обратился к якутским учителям и педагогам. В столице республики стартовало самое главное событие системы образования – августовское совещание. Традиционно его флагманским мероприятием стало пленарное заседание с участием главы региона Айсеном Николаевым. Он в ходе своего выступления обозначил основные задачи, которые стоят перед отраслью в новом учебном году. Прозвучали и поручения, к примеру, о переводе агрошкол на конкурсное субсидирование и включение столичной школы имени Михаила Николаева в сеть школ первого президента республики. По итогам заседания будет принята резолюция, которая определит новую политику системы образования региона. Но самое главное у нас в системе образования сейчас уделяется внимание это большой степени воспитанию, дополнительному образованию и детскому отдыху. Как прошла летняя оздоровительная кампания. Также дополнительно к этому, какие на повестке дня идут методики воспитания и кто главный их координатор и что нас ждет в принципе в будущем в этих направлениях.
Кроме того, глава Якутии Арсений Николаев вручил ключи от новых автобусов директорам школ. Свой автопарк пополнили образовательные учреждения Амгинского, Мирнинского, Нюрбинского, Эмиконского и Алданского районов, а также 3 школы города Якутска. Всего им было вручено 13 единиц транспорта. До конца года это количество дойдет до 40. Все автобусы отвечают требованиям безопасности по перевозке детей и учитывают климатические особенности региона. Кроме того, оснащение транспорта позволяет отслеживать его маршрут и скорость передвижения. При поддержке правительства Российской Федерации нам выделено 40 школьных автобусов. Мы в этом году первый этап автобусов вручили 28 апреля. И сегодня в рамках августовского совещания вручили второй этап автобусов. В России с 1 сентября вступит в силу обновленный перечень противопоказаний, с которыми запрещено водить. В этот список попали аутизм, синдром Ретта, а также дальтонизм. По-прежнему запрещено водить тем, у кого диагностированы эпилепсия, шизофрения и другие серьезные заболевания. Кроме того, в 2 раза вырастет госпошлина за получение водительских прав. С 1 сентября она составит 4000 рублей вместо 2. Якутия обеспечивает себя овощами на 36-38%, картофелем на 62%. К 2030 году по указу главы должны увеличить валовый сбор в 1,5 раза по всем параметрам – по картофелю, зерновым и овощам. Также в соответствии с указом должна увеличиться посевная площадь с 50 тысяч гектаров до 70 тысяч. Еще не менее важной задачей является обеспечение семенами местного производства. Эти и другие актуальные задачи обсуждаются на Первом республиканском агрономическом форуме. В нашей республике работает порядка 230 хозяйств, которые занимаются овощеводством, картофелеводством. И в том числе 28 хозяйств это на территории города Якутска. Самые крупные хозяйства на территории города, одни из крупных хозяйств на территории города Якутска. Сегодня нас посещают наши партнеры, Россельмаш, а также партнеры, которые поставляют нам кормовую культуру, семена и так далее. Мы считаем, что этот день даст нам хороший толчок в развитии овощеводства, картофелеводства и растениеводства в целом. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале. Но нельзя не поразиться такому каком-то душевной красоте нашей природы. Вот ходишь, даже в центре города ощущается, что какая у нас природа, какое солнце, что все уже готовится потихоньку к осени. И настроение такое особенное. А чтобы настроение было еще лучше, напоминаем, что вчера мы говорили о том, что у нас в Национальном художественном музее сегодня в 6 часов удивительная вечерняя программа, посвященная творчеству Даши Намдакова. Завершается его выставка. Если вы не успели, спешите. Называется «Левитация». То есть даже название такое парящее, осеннее. Будут художники, будут множество мастер-классов для любого возраста. Удивительно. Будут даже оперные певцы. В общем, все секреты нам не раскрыли, но, по-моему, это что-то феноменальное. Поэтому, если вы не успели посетить выставку, то сегодняшнее событие, конечно, ее не заменит, но позволит вам создать свое впечатление о творчестве этого удивительного человека. Ну, а для тех, кто, к сожалению, не может выбраться с работы, вечером тоже будет заниматься профессиональными делами, смотрите нашу рубрику, мы с удовольствием знакомим вас со всеми экспозициями Национального художественного музея. Даши Намдаков – современный бурятский художник, ювелир, скульптор, чьи работы покорили весь мир своей самобытностью, сочетанием фантазии и реальности, древности и современности. Источником его вдохновения служат 2 составляющие. Это вековые традиции европейского и азиатского искусства. Скульптура «Конь Мады» связана с красивой легендой о боевом коне хана, который пал жертвой стремления хана к безграничной власти. У хана Мады было войско, он обучал воинов стрельбе и запустил в обращение стрелу, которую он назвал «свистящей». Все воины должны были повиноваться хану и стрелять только в том направлении, куда укажет стрела этого хана. Первую стрелу хан направил своего любимого боевого коня.
те воины, которые не подчинились, были обезглавлены. Вторую стрелу он пустил свою красавицу, жену. Воины, которые отказались это сделать, были обезглавлены. И третья стрела была направлена в отца. Воины, побоявшиеся казни, все направили свои стрелы в отца этого хана. Вот так хан достиг своего величия и стал правителем империи Хунну. Эта история говорит о том, что вот эта безграничная власть, она губит иногда и своих самых родных и любимых. И это безграничное повиновение, оно было основой идеологии воинов-кочевников. Мастер Дашин Абдаков намеренно нам показывает образ этого древнего коня, показывает его цветом, оставляя следы окиси меди. И несмотря на то, что этот конь без ног, без хвоста, без уздечки, он все равно предстает перед нами красивым, таким высокопоставленным конем. И едва ли это не единственная работа у автора, которая обращена к археологическим артефактам. Именно в этой работе Даши показывает, выражает какой-то свой степной ген. И он считает и отождествляет себя с дарханами, для которых все есть только сейчас. И этот конь на этой выставке, вот этот древний конь, он тоже здесь и сейчас. И через его творение мы обращаемся к будущему. Мы разговариваем со Вселенной. Он скульптор в развитии. Зов далеких предков слышится его беззвучной музыки линий форм, ибо древо его искусства уходит корнями в древнюю землю, а в его ветвях шумит ветер степей. Еще раз поздравляем, дорогие телезрители, с национальным праздником, с государственным праздником, с Днем флага Российской Федерации. Мы хотим напомнить, что сегодня отличный повод сходить в музей. Это в том числе в музей «Россия. Моя история», где проводится экскурсия рождения флага. Очень интересно. Всего 3 дня, 19, 20, 21, 22, да, получается. Поэтому присоединяйтесь к интересным событиям нашего города, нашей республики. А мы всегда желаем вам доброго утра, хорошего настроения. И завершаем нашу программу сегодня, как всегда, музыкальной композицией, также посвященной Дню флага. Хорошего дня! Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир один свят. Каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я стою, я верю в правду
я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я стою, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые